Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемый Владимир Петрович, добро пожаловать. Разрешите вам представить наши проекты. Этот проект реализуется ОСО Чебак-Балык, созданный в этом году. Реализация данного проекта направлена на восстановление биоразнообразия, во-первых, чебака, сиги в нашем озере. И в коммерческой части мы хотим здесь реализовать проект по выращиванию форели класса премиум, чтобы мы могли насытить рынок нашей страны и также экспортный поток. Да. Соответственно, этот проект направлен по вашему поручению, чтобы исполнить его, выполнить. И, даст Бог, начало проекта у нас начался он в июне, то есть мы земляные работы уже начали. На сегодняшний день выполнено где-то 20% земляных работ. Уже вложена общая стоимость проекта 14 миллионов долларов. На сегодняшний день уже 4,5 миллиона долларов осваивается. Заканчивается в ноябре, 1 ноября этого года. Мы его запустим полностью. Уникальность этого проекта, вот, я вам хотел бы представить, в чем? И год сколько экспортирует будете? Если мы, Владимир Владимирович, загрузим данный проект на 70%, он у нас будет выдавать минимум 1500 тонн. Месяц? Нет, в год. Год 1500 тонн продукции. А если 100%, это будет более 2000 тонн. Но первый год мы хотим пройти на испытательном варианте где-то 70%. Но также первая задача это очистные сооружения. Здесь применена новая технология очистных сооружений. Это именно барабанная очистка. То есть у нас будет уловитель жиров. Потом барабанная очистка, которая фильтрует воду 1500 кубов в час. Здесь будет 3 фильтра стоять. 3 фильтра, которые вода будет гарантированно чистая выходить в озеро. Загрязнять ничего не будем. Плюс каждый месяц акваторию озера Иссык-Куль мы здесь будем заселять бактериями для очистки озера и чтобы, не дай бог, никакой заразы не разводилось. Также у нас... еще раз спасибо. Хотелось подчеркнуть, что мы здесь задействовали восполняемую энергию солнечной батареи. Они на сегодняшний день будут у нас только на хозяйстве компенсировать 1,5 мегаватта. Общая потребность в районе 2 мегаватт. Но 2 мегаватт мы ставим в Чубском районе с компанией «Синемаш», это наш генеральный подрядчик. И то есть мы полностью обеспечим возвратность электроэнергии. 100%. Здесь расписано, то есть как сама реализация проекта, то есть все блоки. У нас будет здесь предусмотрена система подачи воды. Тоже это первый раз в истории у нас применяется такая подача воды. Соответственно, чтобы не влиять никак на экологию, не заходить на территорию акватории озера Иссык-Куль, она будет подаваться по трубам с расстояния 30 метров. С глубины 5-6 метров, чтобы соблюсти тепловой режим и температурный режим. Потому что рыба любит именно... Сик у нас любит холодную до 10 градусов, а форель это 14 градусов. Мы это все обеспечим, все это сделаем, то есть это все заложено. И реализуется в кратчайшие сроки. Да. Экинчи площадкада бул проекттин баары азыр данный момент могу зданиябыз турат, муну полный ремонт кылып атышат. Дисциплин заключениясын алдык, ремонт болуп деди. Могу проекттин баарын ошо экинчи площадкада отургузуп атабыз. Яхта-сборочный завод. Яхта-сборочный завод именно на Тапасенкада көргөзүлүп турат, жээкте. Бул ангардын бияқта параметрлери полный. Бияқка азыр ангарга 3 миллион долларга салынып атат. Бул ангардын өзү. Кийинки этап менен бул пока акчасын Как раз яхта будет собирать, да? Бул жерде болот, собирать чогултулат экен. Башка именно Иссык-Куль областындагы болгон катерлердин баарын бул жерге киргизип ремонт кылганга дагы дальнейший дагы заказдар болсо, булар аттарып жасап беребиз деп азыр. Грузоподъемность 350 тонн водоизмерения. Вот эта яхта, она как раз 340 тонн. Она будет первая, которая здесь заложена и произведена. Но здесь можно сделать ремонт, реконструкцию, все виды. Это единственная сейчас, которая строится. На сегодняшний день уже 1,5 миллиона долларов освоено, 60% готовности. Яхтанын ичиндеги квадрат туурасы 2000 квадрат турат. Азыркы биринчиси пландап аткан узундугу 54 метр, туурасы 36 метр, бийиктиги 20 бул ангардыкы. Өзү яхтаныкы биздики 43 метр. Яхтанын узундугу 2000 квадрат. Яхтанын өзү. Биз 85-жылы акыркы жолу улан заводдон түшкөн чоң катер. Ошону менен кайра ремонтко эчтеке бизден чыга элек болчу. Азыр бияк бүтүп калса. Эң чоңу канчасы түштү узундугу? Бизден 84. Этот длина сколько? 40.
56 метров. 56 метров, но 56 метров мы не сможем сооружить. Здесь у нас будет ограничение до 34 метров, потому что есть рабочие расстояния, которые должны соблюдаться. Но это только начало. Сзади хочется освоить территорию по туристическое направление, как раз курорт Жигалан, Каракол, чтобы люди приходили на яхтах, здесь размещались, могли передвигаться спокойно. Больше сюда направлено. Строительство гостиницы, комплексов и так далее. Это все тоже заложено именно на развитие. Потому что Чолпон-Ата уже не справляется, она уже как-то переполнена. Чолпон-Ата 90 тоннадан өйдө көтөрө албайт, жакшылыкта элчесинде 23-жылы барып катерим жасап келген, бирөөсүндө экинчи 120 тоннаны көтөрө албай коюшкан. Бул жерден биз 360 тоннага чейин деп расчет алып атышат, ошондон дагы плюс-минус 360 тоннага чейин жасап. Бул биздин биринчи площадкабызда. Яхшки, молодцы. Спасибо. Делайте дальше. Спасибо.